Добрый день, дорогие друзья. Как это говорится по-татарски? Исян месяц. Исян месяц, да. У нас будет особая тема, связанная с этикетом, но сначала нам очень важно закрепить, очень хорошо, кстати, что вы записываете в ваших тетрадях, основу татарского языка – это спряжение татарского глагола. Сегодня мы немножко усложним задачу. У нас будет не просто местоимение плюс глагол, у нас будет еще и объект действия. Ну, например, вот мы немножко говорили про любовь. Да, я люблю. Так надо же еще сказать, кого я люблю. Поэтому добавим к местоимениям, которые мы уже освоили, я, ты, он, она, мы, вы, они, форму, которая указывает на объект. То есть меня, тебя, ее, его и так далее. Очень важный момент в татарском языке, как и во всех тюркских, это порядок слов. Глагол, действие, сказуемое всегда уходит в конец предложения. То есть сначала мы рассказываем вообще все, что есть, все, что нам есть сказать, а потом завершаем это дело глаголом. Мин – это я, а меня – мине. Тебя – сине. Его или ее – оне. Нас – безне. Вас – сезне. Их – олорне. А теперь вспомним вот то самое спряжение глагола, с которого мы начали, и посмотрим, каким образом вот, уходит первый барьер формирования, то есть включается комбинаторика, формируется последовательность слов в связке с соответствующими формами глагола. Значит, я люблю, как будет? Йоратам. Мин йоратам. Ты любишь? Йоратасан. Йоратасан. И в конце у нас вот это «н» с таким значком, которое, напомню, передает звук «нг». Он любит? Ярата, наверное. Ярата. Мы любим? Яратабыз. Яратабус. Вы любите? Яратасыз. И они любят? Йоратала. Вот теперь посмотрим, каким образом мы можем вывести на уровень автоматизма вот этот механизм комбинаторики. Эдуард, как сказать «я тебя люблю»? Мин сене яратам. Да, ну это знают все, даже те, кто и не собирается дальше расширять свои познания в татарском языке. А теперь как сказать? Она его любит. Ул аны ярата. Так. А ты меня любишь. Син мине йоратасан. Угу. Мы вас любим. Без сезне йоратабыз. Теперь, если нам надо задать вопрос, то появляется такая частица, которая пишется слитно. То есть в случае вопроса «мэ», да? «Яратасан мэ», «любишь ли?» И она повторяется везде, где требуется вопрос. Альфинур, как сказать? Как спросить, ты меня любишь? Син мине яратасынмы? А как спросить, он тебя любит? Ул сине яратамы? Они нас любят? Алар безне яраталармы? Да? Да, они нас. Олар, безне. То есть идет вот по всем этим комбинациям, да, я, тебя, он, меня, мы, их и так далее. То же самое происходит с другими глаголами, но сейчас мы добавим еще один элемент. Ведь не всегда все так бывает хорошо. Бывает, что люди друг друга не любят. Поэтому посмотрим, как образуется отрицательная форма. Вот мы на прошлом уроке говорили о том, что есть две формы спряжения вот этих твердых глаголов
в утвердительной форме. То есть либо яротам, либо, какие, вы помните, вторая форма? Соклейм, например. Соклейм. То есть два варианта в утвердительных предложениях. Но, на наше счастье, отрицательная форма у них одинаковая. Корень у нас остается этот йорат. И включается вот такой элемент. Мы. Йорат мэйм. Я не люблю. Ты не любишь. Включается опять вот этот элемент. Мэй. И знакомое нам окончание опять появляется. Сэн. Йорат мэйсэн. Не любишь. Третье лицо. Не он не любит или она не любит. Корень ярат. Вот этот элемент мэй. И все. Ярат мэй. Он не любит или она не любит. Знакомое нам окончание без. Ярат мэй без. Не любим. Вы не любите ярат мэйсас. И они не любят ярат мэй лар. То есть, по сути, обратите внимание, что окончания почти везде совпадают. Ну, за исключением того, что в отрицательной форме мы без какого-либо окончания. То есть мы видим вот это сен, без, сес, лар. Причем, насколько я понимаю, в разговорной речи вообще любой язык постоянно изменяется, в том числе и упрощается. И в современном языке вот очень часто и в утвердительной, и в отрицательной форме вот это лар игнорируют. То есть получается, что он, что они, можно услышать йорота. То есть и он любит, и она любит, и они любят. Вот. Но, в принципе, насколько я понимаю, в литературном языке эта форма имеется, так что мы ее запоминаем. Вот так образуется отрицательная форма. Сергей, как сказать сукаризный? Ты меня не любишь. Син, мине, ярат мысын. С выражением. А как сказать, она тебя не любит, а меня любит. Такой сложный вариант. Окей. Ул сине ярат мый, а ул мине ярата. Отлично. Все хорошо закончилось. Вот. Значит, вот таким образом. Пятерка. Таким образом. Причем интересный момент. Мы сегодня пока еще существительными не очень занимаемся, но заглядывая в будущее, вот эти окончания «не» и «не» – это то, что свидетельствует о существительном в форме объекта. Ну, вы знаете, по-русски есть винительный падеж, когда на вопрос «кого» или «что», то есть объект действия, мы образуем добавлением к корню слова. Это пока местоимение, но когда мы будем говорить о существительных, добавлением вот этих окончаний «не» для твердых глаголов и «не» для существительных, и «не» для мягких. Вот это первое, что мы должны зафиксировать, загрузить себе в память и этим пользоваться. Ну и если с этим вопросов никаких нет пока, Дэвид, понятно ли здесь все? Ну да. Как сказать? Они меня любят. Они меня любят. Аллар мине яраталар. Отлично. Вот сразу настроение улучшилось. Все, что было между нами до сих пор, касалось вот этой, вспоминаем сингармонизм, твердых вариантов. Но есть еще мягкие слова с мягкой основой, и, соответственно, там, где все звуки выстраиваются в одну цепочку, подчиняясь закону сингармонизма. Но чтобы понять, к какому типу слова относится,
Опять нам надо заглянуть, понять, какая форма повелительного наклонения, то есть призыв к действию. Ну, например, любимое многими слово «работай». Смотрим. Эшле. Эшле – это форма повелительного наклонения. Работай. Эшле. Так вот, если мы выяснили, что форма в повелительном наклонении заканчивается на гласную звуку, это твердый или мягкий вариант? Ага, но явно что-то такое мягкое. А какой из подвариантов? С гласным окончанием или с согласным? Ага. Форма в повелительном наклонении заканчивается на гласную. Эшля. Кстати, вот это один из специфических звуков татарских. Татарские гласные, они все парные. То есть о, там, у, ю. Так вот, вот этому о, про который мы говорили, соответствует в мягком варианте Мы наблюдаем нечто похожее в русских словах, но не как отдельную букву, а после мягких согласных. Взял, снял, вот это Но по-русски с него не может начинаться слово. Оно только следует за мягким согласным. А в татарском языке нет понятия твердых и мягких согласных. Они подчиняются закону сингармонизма и ведет их как раз гласный звук. Эшля. Я работаю. Эшлим. Син, эшлисен. Каким образом мы спрягаем глагол работать? Эшлим, мин эшлим. Ты работаешь, син эшлисен. Опять вот этот звук. Н, эшлисен. Он работает. Ул эшли. Ул эшли. Ул эшли. Мы работаем Без эшлебес. без эшлебес. То есть получается, что вот эти окончания, скажем, сен, без, сен, лар, они имеют определенные четкие аналоги в мягком варианте. Сен, без, сез, ляр. Есть еще вариант, связанный с глаголами, которые относятся к мягкому варианту, но в форме повелительного наклонения заканчиваются на согласный звук. Например, киль. Что такое киль? Иди. Приходи. Ну, приходи. Это по-русски только можно сказать. Иди сюда, иди туда. Татарские приходится учитывать направление. Или ты иди в мою сторону, или иди подальше. Килям. Килясен. Киля. Килябез. Килясез. Килелер. Вот что происходит с глаголами в мягкой форме. Давайте теперь попробуем объединить их, потому что, слава богу, местоимения имеют только одну форму. Попробуем проспрягать такие глаголы. Ну, например, знай. Бель. Как сказать, Сергей? Я тебя знаю. Мин, сине, белем, А ты меня не знаешь. син, мине, бель, бельме. Подходим к отрицательной Бельмес. форме. Да. Бельмес, То есть, да? если в твердом варианте у нас вот это, помните, мэй, то здесь у нас, что у нас здесь происходит с корнем в отрицательном варианте. В твердом варианте было мэйм, да? А здесь Мэ. кельмим.
Это значит что? Киль это приходить, я Не приду. не прихожу. Не прихожу или не приду, да? Ты не приходишь? Син, Келмейсің. келмесін. Келмейсің. Он не приходит. Ол келмей. Кельми, да. Везде вот это ми повторяется у нас. Мы не приходим. Біз келмейбіз. Ми без. Мгм. Вы не приходите. Сіз Сіз келмейсіз. келмейсіз. Да. То есть всего лишь единственное, что происходит, вот сюда мы вставляем вот это ми. И они не приходят. Келмейлер. Келмейлер. Кельмилер. И теперь мы уже, Сергей, можем сказать эту фразу. Ты меня не знаешь. Син мине белмисен. Да? То есть, соответственно, вместо киль подставляем бель, а все остальное остается так же. То есть ми, не мы, а ми. Ми. Здесь уже мягкое. Мягкое. Бельмисес. Бельмим и так далее. Я знаю, мин белям. Да? Как килям, белян. Но отрицательная форма бельмим, не знаю, кильмим. Кирилл, как вот, если мы обнаружим такую форму, повелительная форма, вот эта буква передает звук Есть О, твердый вариант, мягкий Көт – это корень ждать. Как проспрягать? Я жду, ты ждешь и так далее. Он такой же, как киль. Мин күттім. Да, сейчас мы Кирилла послушаем. Мин күтем, син күтесін. Күтесін. Какие там буквы? А помните, ну, мы стерли тут вредительную форму. Килям, килясин. Син күтесін. Да. Ул күте. Без күтебіз. Сіз күтесіз. Алар күтелер. Правильно? А как сказать, Альфинур, как сказать, я тебя не жду? Мин сине күтмим. А как спросить? Ты меня будешь ждать? Ты меня подождешь? Син мине күтесінме? С вопросом. Да. Значит, здесь в твердом, помните, у нас было окончание «м», твердое. А здесь у нас мягкое окончание «ме». Это когда вопрос. Поэтому после этого, если нам требуется отрицательная частица, мы в мягком варианте вставляем вот это «ми», да? А если для переспроса, что в вопросительном предложении нам требуется задать вопрос, то мы добавляем кельмисанме, белясанме, знаешь ли ты? Как спросить? В самом конце добавляем? Да, и пишется вместе, и имеет два варианта, твердый, а в данном случае мягкий. Например, Кирилл, как сказать, ты подождешь меня? Син меня күтесінме? Да. Ты ее знаешь? Син аны, знаете, простите, как будет? Бел? Бель, да. Син аны белесінме? Так. А как спросить, ты работаешь? Син ишлисен? Ишлисенме? Да? Вот это по-русски такой отдаленный аналог, это есть вопросительная частица «ли». Знаешь ли, работаешь ли. Ну, по-русски она не обязательно, без нее можно обойтись. Но это примерно дает представление, какую функцию она выполняет. Два варианта, твердый и мягкий. В каждом есть два подварианта. В зависимости от формы повелительного наклонения, когда мы говорим «делай что-то», заканчивается эта форма либо на гласный звук, либо на согласный звук. От этого зависит варианты спряжения.
То есть вот, в принципе, у нас 4 в запасе есть уже вариантов спряжения. 2 с мягким вариантом, 2 с твердым вариантом. И кроме этого мы понимаем, что только одна форма, отрицательная форма, обслуживает оба варианта утвердительных предложений. Для твердых окончаний это may, помните, да? Которое ставится между корнем и личным окончанием. А для мягких вариантов me. Нет, ми. А me – это форма вопроса, которая пишется слитно с предшествующим словом, с предшествующим глаголом. Всего мы освоим где-то порядка сотни глаголов, и исходя вот из этого принципа, вы сможете определить, по какому из 4 вариантов каждый из них спрягается. Часть из них требует упоминания объекта, когда действие может быть направлено на объект. Я жду, я знаю, я люблю, я понимаю и так далее. В этом случае очень хороший способ тренировки – это сразу личное местоимение в основном падеже, личное местоимение в объектном падеже и глагол в соответствующей форме. Причем он может выступать и в утвердительном варианте, и в вопросительном, и в отрицательном. Вот. И, собственно, очень рекомендовал бы вам в качестве задания просто, как только появилась пара минут, взяли какой-нибудь из этих глаголов и проспрягали его во всех вариантах. В утвердительной форме, в отрицательной, в вопросительной. Потому что для того, чтобы какая-то функция стала автоматической, это всего лишь вопрос навыка. Требуется не огромный объем времени, требуется немножко регулярности. На этом мы заканчиваем наш второй урок. Сау балагас. Сау балагас.